Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я расскажу немного о новостей из мира якутского кино. Также мы сделаем обзор актуальнейших интересных новостей из социальных сетей. Поговорим о местном производстве, но еще о многом-многом другом. Давайте начнем. Это видео поразило всех пользователей социальных сетей. 95-летняя бабушка превосходно косит сено. Обратите внимание на технику и чистоту косьбы. Она даст фору любому. Говорят, коса у нее не простая, а старинная, очень прочная и острая. Такие называли бускап и передавали из поколения в поколение с особым трепетом. Работа художницы Кыданы Игнатьевой поразила жителей Мурманска. Якутянка участвует в фестивале Urban Art Рост, проходящий в историческом, но отдаленном от центра города районе Мурманска Росте. Жители Мурманска в восторге от ее работы. Вот что пишет художница. Проходили местные жители, говорили, что эта работа самая красивая из всех фестивальных работ, что чувствуется дух Мурманска. А теперь, по традиции, завораживающее видео о красотах и достояниях нашей республики от самих жителей. На этот раз предлагаю посмотреть петроглифы с Улахан-Ана. Наскальные рисунки выполнены охрой, их возраст 3-4 тысячи лет. Перейдем к новостям из мира якутского кино. Якутский фильм «Холодное золото» появился в онлайн-кинотеатрах. Картина режиссера Петра Хики стала доступна в российских онлайн-кинотеатрах «Окко» и «Винк». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о печально известной банде Павлова, грабящей золотые прииски Якутии в военные годы. По следам бандитов отправляется отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта госбезопасности Карасева. Давайте насладимся кадрами с нашей землячкой в предстоящем российском блокбастере «Сердце Пармы». Компания «Центр Партнершип» выпустит картину в российский прокат 6 октября текущего года. Для нас фильм особенно ценен, так как в одной из главных ролей впервые снялась юная якутянка Милена Сафронова. Немного о роли. Милене Сафроновой досталась роль Титче в детском возрасте, возлюбленной пермского князя Михаила. Их миры сталкиваются друг с другом, что приведет к необратимым последствиям. За что я душу продал? 16-й международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского пройдет в Ивановской области с 22 по 27 июля. В рамках фестиваля будет и внеконкурсный показ якутского кино. Жители города и гости фестиваля в программе якутского кино увидят такие фильмы, как «Вертолет» режиссера Михаила Лукачевского, «Нелегал» режиссера Дмитрия Давыдова, «Нучча» Владимира Мункуева, «Холодное золото» Петра Хикки и фильм «Ит» режиссер Степан Бурнашов и Дмитрий Давыдов. Лингвисты создают словари на якутском языке. В Якутии появится серия научных словарей на якутском языке, русско-якутский юридический словарь, термины уголовного права и процесса, а также якутско-русский терминологический словарь о животноводстве. Над томами уже работают в отделе якутского языка Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения. Продукты будут ориентированы на широкий круг пользователей всех возрастов, людей с ограниченными возможностями по зрению, перевод с бумажного варианта в электронный формат, создание синтезатора якутской речи для озвучки и интеллектуального фильтра материалов 15 томов словаря якутского языка даст возможность создания баз данных сайтов, электронных устройств и виртуально работать с реальной книгой, отметила заведующая отделом якутского языка, доктор филологических наук Надежда Данилова. Работа над печатным изданием заняла 46 лет, что стало самым крупным проектом института. Автолюбители объединения корейских бизнес-клубов прибыли в Якутск. Группа совершает международный автопробег по маршруту Ташкент, Магадан, Мурманск, Ташкент. Известно, что участники автопробега уже преодолели 15 тысяч километров. Здесь, в Якутске, группу встретили члены корейской диаспоры республики и знакомые общественники. Между тем, Якутск – лишь промежуточная остановка автопробега. Группа планирует побывать в знаменитом Аймеконе и увидеть полюс холода своими глазами. Сам автопробег приурочен к предстоящему форуму объединения корейских бизнес-клубов. Еще в прошлом году мы подружились и начали работать и взаимодействовать. Это
с корейским вот дирижером, в частности, Нотычоль, он работал здесь дирижером. Вот, и он пригласил в Якутию. И вот исходя из этого родилась эта идея. Ну и представилось, что если мы до Якутии доехали, то, наверное, и до Магадана можем доехать. И это самая северо-восточная доступная автомобильный пункт. Поэтому вот такая идея родилась. Уже несколько лет якутяне знают о великолепном вкусе алекминского сыра. И вот в этом году появился еще один фаворит – это ленский сыр. Свежий, мягкий, экологически чистый продукт, приготовленный из натурального молока. Сыр Ленский признан лучшим в районе. Занял он и одну из лидирующих позиций в республике. Мы подали на конкурс мягкий сыр. И, конечно же, экспертная комиссия оценила наш сыр и по качеству, и по оформлению, и по всем другим характеристикам. И наш сыр занял 3-е место в лучших товарах Якутии. В день предприятие выпускает по 30 килограмм сыра мягкого и 100 килограмм полутвердого, голландского. Реализуется он в фирменных торговых точках предприятия «Батамайское», которых сегодня на территории города уже 3. Также в других магазинах. С недавнего времени новый продукт начали поставлять и в Мирный, и Айхал. Также представляли нашу продукцию в Айхале. Там за день ушло более 70 килограмм. И еще просили нас, просто с собой его не было. Вот. Но так он очень вкусный и разбирают его хорошо. Очень многие люди увозят также в Новосибирск, в Иркутск, ну просто как гостиница. Наш сыр вообще хорошо славится. Ежедневно магазин «Батамайский» на продажу принимает более 50 килограмм сыра. Разбирают линчане его буквально на глазах. Полюбившийся продукт берут даже целыми головками. Цена за килограмм 680 рублей. Надо сказать, она в разы ниже, чем на привозной. Но по вкусовым качествам сыр, произведенный на местном предприятии, ничем не уступает. Даже наоборот. Она вкусная, и вкус молока ощущается, да, вот. И постоянно берем, покупаем. Скажите, а какой больше предпочитаете, лучше твердый или мягкий? Мягкий лучше, да, вот. На завтра, там, с хлебушком, там, все такое. Сегодня предприятие «Батамайское» ведет строительство новой камеры созревания сыров, что позволит выпускать сыра в 3 раза больше. С запуском нового оборудования увеличится и линейка выпускаемой продукции. С недавнего времени предприятие начало и производство нового якутского кисломолочного продукта – бырпах. На очереди творожная масса, 1,5% молоко и 1% кефир. Светлана Балеева, Наталья Андреев, Ленск. А теперь немного о быте сельской жизни Якутии. Семья Ощепковых из села Дапарай Алекминского района занимаются разведением кур. Подробнее об их хозяйстве расскажут наши коллеги. В крестьянском хозяйстве Ощепковых подрастает уже 3-й вывод цыплят. Шустрое семейство с аппетитом клюет комбикорм собственного изготовления. Выписали из Оренбурга база «Норма» называется, да? Инкубатор по 520 яиц. Оно очень отлично к нам. Мы оплатили, все привезли, до дома доставили. И мы вывели. Основное количество несушки таким образом вполне можно обеспечить свежим домашним яйцом определенное количество населения. Первый вывод уже начинает у нас нестись. Второй вывод растет, бегает. И 3-й мой вывод, малыши, тоже начинает носить. Каждое утро делаю мешанку из комбикорма, которую мы заготавливаем сами из пшеницы. Виссарион Андрианович на дробленке заготавливает дробленку. Туда залаживаем витамины, неделю 1 раз рыбий жир и примеси. Из всех птиц пока решили остановиться именно на несушках, позволяет и место, и корма. Докупают только витамины и рыбий жир. Здесь же несколько телят. Большого стада не держат, а вот мясное направление вполне. Готов поделиться идеей опытный фермер. Молоко не сдаем, поэтому направление по мясному идет. Ага. Если в таких мясных хозяйствах надо субсидию повысить, тогда и молоко побольше будет, и мясо побольше будет. Если так сделать, где молоко не принимают на слегах. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Полюбуемся серыми цаплями в полете, ну и, конечно же, наикрасивейшими пейзажами нашей Якутии. Видео от блогера, влюбленного в север, Нины Слепцовой.
А на этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире.